Академии «Успех вместе», я заработал столько-то тысяч рублей и так далее. То есть реально деньги идут не снаружи, не из-за того, что вы что-то делаете. Деньги идут изнутри. Вот давайте сейчас такой мониторинг сделаем. Кто вообще сегодня первый раз пришел на презентацию? Есть люди, которые пришли первый раз. Тренинг мой, кто вообще не слушал никогда? Лена, поднимай руку. Да, есть. Ага. То есть практически где-то процентов 3. Ну, давайте мы начнем с того, что поскольку есть новые люди, я очень кратко о продуктах. Где продукты, ребята? Я очень кратко о продуктах сейчас расскажу вам. Чем мы занимаемся, какой у нас проект. И вообще немножко кто я такая. Меня зовут Джаргалма Муханаева, я в прошлом педагог, учитель биологии, химии, директор школы с 13-летним стажем работы. Когда я уходила в бизнес, я уже 10 лет работала директором школы. До этого я работала 2 года завучем, до этого тоже замдиректора по воспитанию. То есть, ну, такой послужной список, такой вот. Карьера у меня хорошо получалась. Везде была в разных общественных организациях, включая депутатство там, и так далее, и так далее. Но потом в свое время поняла, где-то лет в 40, поняла, что как-то я не туда иду. То, что я, ладно, там была успешным руководителем, делала разные проекты в рамках республики даже. Последний проект у меня был республиканский проект по внедрению разного возрастного обучения. Это полностью изменение системы обучения в школе. И это я делала в 17 школах республики. Поэтому, ну, был определенный статус, признания было много. Все говорили: ой, да ты у нас вообще звезда, делаешь то, что другие не делают. Все это было, но не было денег. Была как зарплата, она и есть зарплата, да? Вот ты там ночуешь в школе, никуда, вот только школой живешь, а зарплата остается одна и та же. И вот это обстоятельство, почему меня сподвигло уйти с наемной работы руководителя, потому что появились кредиты. Вот наемный работник как приобретает крупные покупки? Только кредит, потому что есть определенная зарплата, и ты рассчитываешь, да, вот кредит я ежемесячно буду платить столько-то, а потом буду это, ну, нормально будет, короче говоря. А зато у меня будет машина, а зато у меня будет там какая-то красивая мебель или квартира, в конце концов. И дошло все до того, что мы сделали ипотеку, плюс еще куча разных других покупок. И все наши покупки крупные, они были сделаны в кредит. И наступило время, когда те деньги, которые я получала, полностью уходили на кредит. И вот это обстоятельство, когда внутри все время не хватает денег, это состояние называется состояние нужды. И в этом состоянии живет огромное количество людей, вообще в России это точно. Все время надо какой-то кредит платить. Вот это график судных дней. Кому это знакомо? Поднимите руки. Да, всем знакомо практически. И вот когда вот так вот и крутишься, вот у тебя через 2 дня очередной платеж, а у тебя нет денег, вот что-то надо придумывать. Короче говоря, вот это обстоятельство, когда мне предложили бизнес, я сказала сразу: ладно, буду делать. Ну, там определенные были препоны, но об этом я по ходу тренинга буду выкладывать, рассказывать. И получилось, что пришла в сетевую компанию, очень быстро сделала лидерский уровень, но считается это быстро для той компании. А для этой компании, которая «Успех вместе», считается это очень медленно. Потому что все изменилось. Это было в 2009 году я пришла, быстро сделала серебро, потом
Платина, Платина-основатель, ездили в путешествия бесплатно с компанией. Ну, выступала много на сцене, как раз вот выступала по поводу этих биологически активных добавок, много изучала материал, поэтому, когда я сюда пришла, работа у нас с чем? Тоже с продуктами, которые улучшают, сохраняют наше здоровье. Поэтому мне было очень просто разобраться, что за продукты, и начать это передавать людям. И наступил определенный момент, когда я понимаю, что надо двигаться дальше. Тогда я не понимала влияние окружения, что самое сильное влияние на меня, на мой бизнес, вообще на мою жизнь оказывает мое окружение. Окружение там состоялось, вот в этой компании. Вот кто работал в разных компаниях, вы понимаете, да? Вот одни и те же люди, что там еще, лидеры, которые так как будто застыли. У них уровни не появляются, у тебя не появляется, у внешних не появляется. Вот какое-то вот такое движение. И я начала в сторону взор обращать интернетом. Начинала слушать таких тренеров, как Артем Нестеренко, кто его знает? Ну, мало что-то совсем. Это очень известные такие личности, которые двигались в интернете. Это бизнес, сетевой бизнес через интернет. И они говорили, вот, они брали вот эти кучу книг по сетевому маркетингу, это которые, в 80-х годах издавались, и говорили, все это не работает. Все это надо выбросить. И взять на вооружение интернет, изучить законы продвижения в интернет и начать двигаться в интернет. Первый раз это услышала, я поняла, ну как это, вот я без живого общения, как я могу делать бизнес? Многие так и сидят в этом, между прочим. Но чем больше начала изучать эту область, интернет-область, я поняла, что надо делать бизнес через интернет. Заказали сайт. Наконец-то конструкцию сайта придумали мы с моим партнером. А этот партнер, кстати, не пришла со мной сюда. Ну и она этот бизнес в интернете, на этом сайте, который мы сделали, тоже не видела. И я ей-то говорю, надо двигаться через интернет, давай придумаем что-нибудь. Она говорит, ну как это через интернет, да ну в баню какой-то ты чушь несешь. А я ей скидываю ролики, она несколько роликов просто посмотрела и сказала, слушай, это дело, давай будем делать. Мы заказали сайт, нашли еле-еле программиста, который всего за 75 тысяч сделал нам очень хороший сайт, где полностью прослеживается вся структура даже. Ну как вот Академия Успех вместе, но другой. Там все видно. Кто под тобой, вот сколько под ним, все вот это тоже регулируется. И мы начали действовать. Короче, наставника нету в этом. Наши наставники, которые были в спонсорской линии, вообще не знают, что это такое. Короче, наобум. Сделать вебинары, все делаем. Собирается 20 человек, от силы. Потом что-то в интернете начинаем в соцсетях делать. Короче говоря, мы тратили время, и я понимала, что я так далеко не продвинусь. И в этот момент моя сестра говорит, слушай, появилась какая-то компания, эти капсулы слышала? Я говорю, капсулы ты слышала? И я говорю, не верю ни в какие капсулы, потому что это невозможно. Что через месяц фотки показывают главное до и после. Тогда были фиолетовых не было, только были зеленые капсулы или вейп. И там выкладывали фотки в чатах до и через месяц после. И лицо человека другое. Он худее, отеки ушли. Ну все, вот видно, что человек преображается. Говорит, это гон. Этого быть не может. И вот, оттуда она зацепила меня чем? Она говорит, слушайте, тут деньги зарабатывают люди. Они так за месяц быстро выходят на доходы. Я говорю, ну значит пирамида. Ну, короче, вот все, чтобы что? Отрицать. Я понимаю, что чтобы сделать оборот в той компании, в которой я работала, это сколько надо наработать клиентов, потребителей, там, с лидерами много беседовать. И тут просто мне стало интересно. Я пришла, Google, у кого мы спрашиваем это все теперь? У Google. Зашла, Бэпик. Что-то мне сказали, Бэпик, кажется, забила. Тут выходит кто, вы думаете? Андрей Шауров выходит.
И я его включаю, начинаю слушать. Вот оторваться не могла и слушала его неделю без перерыва. После этого я говорю мужу: слушай, а мне уже внутри-то созрело. Я поняла, что это Академия «Успеть вместе». Есть готовая система продвижения в интернете. Ничего придумывать не надо, сайты покупать не надо. Стоит копейки в месяц 400 рублей. Или 75 тысяч, да? И потом я бы еще платила в этом программисту, что много разных изменений надо было делать. И тут я внутри-то как бы приняла решение, но не знаю, как муж-то среагирует. Но я как и предполагала, так он и среагировал. Он сказал: ты с ума сошла? Я говорю ему: слушай, надо, наверное, переходить. Как ты 9 лет сюда потратила в этом бизнесе? Ты наработала определенную структуру, у тебя есть лидеры, люди, которые за тобой пошли. Но в этот момент структура прям таяла на глазах. Потому что время очень сильно меняется. Люди не идут на встречи. Вот вам сложно вывести людей на живые встречи? Да, сложно. Но с этой компанией это не сложно. Потому что есть уникальное хотя бы вот на продукты в этом. Так, мы включаем телефоны. И я ему говорю: слушай, наверное, надо переходить. Так осторожно ему говорю: наверное, надо переходить в другую компанию. Но я чувствую, что здесь мы уже далеко не пойдем. А у нас в это время, в финансовом плане было не совсем хорошо. Не то, что долги были, долги уже начали таять. Почему? Потому что я уже работала внутри. Вот сегодня я буду учить вас, как выйти из долгов. Вы хотите этого? Да. Потому что из долгов мы можем выйти только внутри работая. А если вы думаете, что я просто должна или должен много зарабатывать, чтобы выйти из долгов, это неправда. Вы никогда не выйдете так из долгов. Мы зарабатывали очень хорошие суммы, но не получалось. И работая внутри себя, у меня получилось. Буквально с того времени, как я начала прям применять технику по долгам, через 3 месяца мне уже предложили участие в проекте, где мне платили 150 тысяч в месяц. Это очень хорошие деньги по сравнению с тем, что я имела тогда. И смотрите, когда я ему сказала, он говорит: ты с ума сошла. Не смей вот это все такое. Я говорю: ты же понимаешь, нам нужны деньги. Я же не на продукт пришла сюда, я пришла на систему. И вот я о ней буду сейчас говорить. Через сутки он подходит, говорит: слушай, я подумал, что действительно реально мы не сможем дальше двигаться здесь. Потому что не было этого, не видно пути этого. Как это мы сделаем? И все, я тут скакиваю, я говорю: все, есть. Сейчас будем это. Что, у нас деньги есть? Он говорит: есть там 15 тысяч. Я говорю: все, делаем заказ. Он говорит: на все свои деньги, которые были в наличии. Я говорю: да, делаем заказ, только после этого мы начнем кому рассказывать людям. Поэтому, если вы думаете, что не делая заказ, вы пойдете по людям, и они вам сделают заказ, и у вас накопится определенная сумма, и на эту сумму вы сделаете заказ, вы это можете сделать. Некоторые так и делают. Но это происходит очень долго. И такие люди далеко почему-то не уходят. Почему? Потому что установка сразу неверная, да? В чем неверная? Я за счет кого-то сейчас делаю заказ. А когда ты сделал уже заказ, у тебя энергия другая совсем внутри. Ты все, что надо, сделал, и пошел как-то к людям, они считывают эту энергию. А если у вас спросят: а ты сделала заказ? А сама заказала? Такие: не, да? Не, я еще не заказала. И как вы думаете, они пойдут? Никогда. Это очень редко. Если кого-то сильно подперло, или есть с вами рядом наставник, который, рассказывает этому человеку, может быть, да. Короче, сделали заказ. Я на себя, муж на себя. И после этого я написала, перед этим зарегистрировалась, написала своему наставнику. И вот так вот, короче, у нас получилось, что мы сделали, уже начали этот бизнес. Теперь, и с этого времени прошло уже 15 месяцев. Начала я понимать, как все тут устроено. И глубину эту я еще не понимаю. Потому что если я рядом с наставником,
и пытаюсь понять, какие его мотивы. Вот сейчас у него турне заканчивается. 60 дней человек был вне дома. И сколько городов я уже не знаю. Это который город там вчера был? Это много, сколько? Не считали. Несколько десятков городов он объехал. 1 марта он был в Чите, 1-2 в Чите, 3-4 в Улан-Удэ, 5-6 мы были уже в Якутске. И дальше Красноярск, Новосибирск, Москва. Я была в 7 городах вместе со своим наставником. Но вот этот сибирский круг, но я еще в Москву слетала. И я пытаюсь понять, вот в чем его мотивы. И каждый судит о человеке со своего уровня, со своей колокольни. Если вам очень важны деньги, вы будете деньги тут видеть. Но и причем еще есть у вас боли. Всегда, кому нужны деньги, у вас всегда есть боль по поводу денег. Вот когда вот это кино шло, я специально его поставила, чтобы вы смогли сейчас себя продиагностировать. Кто почувствовал немножко вот такое вот, такая вот, деньги, про деньги говорит. Если вы это почувствовали, хоть легкое что-то, да, это значит, у вас боль по деньгам. И вот эту боль надо что? Вылечить, исцелить. Вот тогда будут у вас большие деньги. Вот про это, как эту боль исцелить, как это, ну вот сегодня будет речь идти. Так, ну вот таким образом я пришла в компанию, в команду «Успех вместе» и поняла, тут очень много нового. Законы бизнеса для меня по-другому открылись, законы успеха мне совершенно по-другому открылись, хотя я там много тренингов посещала, училась управлять своим внутренним состоянием, специально ездила к Константину Довлатову, может кто знает его, это самый успешный, один из успешнейших психологов в нашей стране. Поэтому есть определенный опыт, сейчас доходы растут. Почему? Потому что я знаю законы и постепенно их применяю. И вот моя цель-то сегодня передать вам вообще, как приходит успех, как приходят деньги в нашу жизнь. Как выйти из долгов, вот с этого начнем. Понятно, да? Как можно, вот, управляя внутренним миром, можно изменить что? Внешнюю реальность. Вот очень хорошо будет, если вы будете записывать. Итак, давайте немножко расскажу о том, чем мы тут занимаемся. Значит, мы ученики Академии «Успех вместе». И Академия «Успех вместе», как любая обучающая система, она рекомендует нам определенные действия. Делай раз, делай два, делай три. И вот когда мы это делаем, мы добиваемся успеха. А когда мы пропускаем, мы не делаем. Почему не делаем? Давайте с этого начнем. Мы не делаем, потому что не понимаем. Не понимаем, зачем это делать. Вы дома что и как это делать, не понимаете. А теперь моя-то задача здесь не объяснять, как это делается. Нажимай эту кнопку, нажимай туда, нажимай туда. Я об этом не буду говорить. Вы эту информацию найдете в интернете. Я буду объяснять вам, почему, зачем вам это надо. С точки зрения психологии и с точки зрения внутреннего духовного мира. Понятно, да? И когда многие мне сейчас пишут отзывы, вот, наконец-то поняла, зачем ходить в академию, наконец-то поняла, как относиться к наставникам, наконец-то поняла там то-то, то-то, наконец-то жизнь начала меняться, некоторые говорят. Поэтому вот, давайте посмотрим вот на эту. Немножко расскажу о том, чем мы занимаемся. У нас есть есть система обучения, система продвижения бизнеса и есть продукт, естественно. Продукт, который очень серьезно оздоравливает нас. Позволяет сохранить здоровье и восстановить здоровье. Вчера выходили люди, рассказывали просто об удивительных результатах. Здесь 20 разных ингредиентов, 20 разных трав, которые дают так называемый синергетический эффект. То есть вместе они дают эффект намного мощнее, чем каждая трава отдельно. Понятно? Все. Это клеточное питание Elevate, в котором содержатся все
15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов, 3 полиненасыщенные кислоты. Понятно? Все есть. 22 аминокислоты, которые нужны. Клетка напиталась, но из клетки надо будет выводить из ткани что? Шлаки и токсины, которые образуются все время в нашем организме. Если они сильно скапливаются, мы начинаем болеть. И вот за вывод шлаков и токсинов отвечает Accelerate Detox. Это фиолетовые капсулы, это ночные капсулы, в которых тоже огромное количество различных компонентов. И самый главный компонент — это живые бактерии, которые находятся в споровой форме. Споровая форма позволяет им проходить желудочный барьер без изменений практически. Они на 90% целенькие куда? Проходят в кишечник. Понятно, да? Поэтому вот эти пробиотики, они являются очень эффективными. Они на 900% эффективнее, чем пробиотики других компаний. Поэтому желудочно-кишечный тракт, иммунитет, все восстанавливается шикарно. И есть белые капсулы, которые позволяют нам расслабиться. Потому что если у вас есть вот такое вот сжатие в теле, вот такое вот сжатие в теле, это сжатие, это есть стресс. Когда мы все время стрессуем, и мы еще не можем, ложась спать, расслабиться полностью, у нас что? Тело сжато. И когда тело сжато, вот эти шлаки токсины, которые скапливаются тут, они что? Вот они. Они вызывают различные заболевания. Поэтому вот это сжатие, чтобы разжалось, нужно тоже питание определенное. Это Accelerate Sleep. Тут есть много интересных компонентов, включая мелатонин. Мелатонин — это вещество, благодаря которому мы очень хорошо засыпаем и спим, глубокий такой сон. Но некоторые говорят, и мне не получается заснуть от белых капсул. Я начала рассасывать белые капсулы, это раз, чтобы они сразу в мозг ушли. Тут есть у нас сублингвальная артерия, которая сразу в кровоток попадает. Вещество, которое сюда вот под язык. Вот нитроглицерин почему сразу под язык? Потому что оно идет в артериальный кровоток. И сосуды что? Расширяются. Теперь смотрите. Здесь вот про мелатонин вчера не рассказала, сегодня давайте расскажу. Смотрите, если вы выпили, приняли вот эту капсулу белую, но белую с фиолетовым надо пить, да? И легли с телефоном, а мелатонин образовывается, работает когда? Темнота когда. И шума особого нету. И вы заснете моментально. Но вы, если легли с телефоном или при включенном телевизоре, как вы думаете, заснете? Нет. Я это вот экспериментировала вообще. И так пробовала. Но я стараюсь телефон далеко отбросить, чтобы не было этого. А не хочу вставать. А вот тянет, потому что вот эта же привычка быть, ложиться с телефоном, она очень такая, липучая такая. Здесь есть кальций, а кальций усваивается когда? Именно ночью. А кальций без магния не усваивается. Смотрите, цитрат кальция, цитрат магния есть. Вот все тут продумано. И вот получается вот эти, еще появился у нас Kids, Great Kids, это для детей очень интересные, тоже состав имеет, здесь адаптогенов нету, здесь цельнопищевые нутриенты. И у них эффект будет, в принципе, такой, как у чего? У Elevate. Детки будут здоровые, болеть не будут, энергия придет в норму, если гиперактивный успокоится ребенок. Потому что гиперактивный ребенок — это что? Там с энергетикой непорядок у ребенка. И гиперактивно, знаете, как еще трактуется? Я изучала этот момент, потому что у нас родственники, племянники у меня такие. Он не может сидеть, первый класс не может сидеть, он все время так. Вот сидят же некоторые люди, вот коленкой вот так делают. Вот это вот, пока это не сделают, они не успокаиваются. То есть способ выработки энергии жизненной у гиперактивных детей движений. Если вы говорите «сядь» и не дергайся, да? С этим ребенком что будет? Очень сильный стресс. Вот наоборот рассматривать надо. Они говорят, сколько энергии у него?
Заколебал уже тут все, везде носиться, везде все это. А на самом деле он вырабатывает энергию как? Только двигаясь. Жить может он только двигаясь. Вот с этой точки зрения, смотрите, это будет совершенно другой подход. Там еще он очень сильно связан со смещением шейного первого позвонка атланта. Когда у ребенка, вот при рождении, если вытаскивать ребенка неправильно, шейный позвонок смещается. И тогда там зажатие происходит. Зажатие произошло, энергия вот так не циркулирует. Когда не циркулирует, ему ребенку единственный выход что делать? Вот это. И мы говорим, вот такой у меня гиперактивный ребенок, ему энергии некуда девать. Но на самом деле все наоборот. И когда вот это мы будем, вот здесь прямо написано, что гиперактивные дети станут какими? Успокоится нервная система. Нервные клетки нормально начнут получать питание. Поэтому вот такой продукт, это очень даже хорошо, это долгожданный продукт. И все три продукта, они работают в тандеме, усиливая действия друг друга. Это как? Зеленые они что делают? Клеточный Питают. Фиолетовые выводят грязь, а белые дают расслабление. А когда вот расслабилась вот эта штука, да, все же выйдет. И вот когда все начинает выходить, люди начинают испытывать так называемые что? Обострение. Плохо становится. Ой, мне плохо, и бросают. А надо бросать? Нет. А некоторые люди ждут чуда. Неделю принимают, они думают, что сахар мгновенно что? Должен снизиться. А этот сахар, этот поджелудочную железу, она нарушала сколько лет? Всю свою жизнь неправильным образом жизни, неправильным мышлением, неправильным питанием. И вот неделю попьет, и вот хочет. У меня сейчас неделю пьют люди, да, в Монголии, мне каждый раз пишут, ничего не происходит. Ничего не происходит. Все время. Воду пьете, пьем. И еще надо спросить, как пьете воду. Как надо пить воду? Вы же вчера запомнили, да? Маленькими глотками через каждые 20-30 минут. Тогда вы напоите клетки. Залпом где-то 10 стаканов в день это не выход. Да, вода будет в организме. Но больше вы нагрузку окажете куда? На почки. Поэтому, вот смотрите, вот эта схемка, и на этом мы по продукту закончим. Эта схемка, пирамидка, она очень хорошо объясняет, как идет восстановление. Вот. Клетка начала получать питание, клетка почистилась, да, грязь это вычистилась. Потом что? Нормально поступать начали питательные вещества за счет того, что там нету сжатия. Тогда клетка, вот здоровая, да, ткань восстанавливается? Восстанавливается. Ткань восстановилась, значит, в целом орган восстановился. Орган восстановился, системы органов восстановились. А системы органов восстановились, значит, вы здоровы. И вот чудо исцеления получаем, думаю, как это произошло? А вот так это и произошло. Но это будет происходить что? Постепенно. И не надо ждать чуда. Некоторые говорят, вот у меня за 6 дней вот все, сахар нормализовался. А у этого человека другая физиология, другие причины заболеваний, психологические. И скорее эти психологические причины давно уже, он отпустил, проработал. А тот, у которого вот это вот никак не может сахар снизиться, да, там с поджелудком еще как-то вот не... А может это другие проблемы есть, которые надо сначала исцелить. Организм-то умная система. Она сначала что делает? Находит самое такое больное место и начинает с ним работать. Ты ожидаешь, что ты похудеешь, но зато у тебя коленки перестали болеть. По-разному будет. Ты начала принимать, чтобы похудеть, но набрала 4 килограмма. И сказала, в баню они не работают. Забери их обратно. Много было таких. А зато у нее сахар снизился. Зато перестала болеть голова и давление нормализовалось. А это они не ценят. А то, что случилось, в первую очередь, это самое важное больное место в вашем организме.
Если бы вы это не исправили, значит, еще становилось бы хуже. Таким образом, вы, когда предлагаете людям продукты, вы предупреждаете, что могут быть обострения, что вообще вот этот продукт проходит как диагноз по всему организму. Там коленки не болели, потом раз через вот периодами будут обострения. Вот я уже несколько обострений пережила. В прошлую акцию я вообще лежа делала заказы, лежа управляла вот всей этой, и лежа заработала 450 тысяч. И я говорила мужу: слушай, какой шикарный бизнес. И вот я лежу, да, под одеялом, а бизнес идет. Я на телефоне, на коленках ноутбук и телефонный. Там муж сидит, компьютер и телефон. Мы били с нескольких аппаратов, потому что сайт очень зависал. Сейчас же летает же он. Там чек, заказ отправили. О! Поэтому, смотрите, будут такие периоды. Их надо просто что? Выдержать, продолжать принимать это питание и пить воду грамотно, тепленькую, через 20-30 минут маленькими глоточками. Ну все, теперь идем к академии. Итак, что же такое Академия Успех вместе? Вот смотрите, 95% интернет-предпринимателей, они не имеют системы. И они не зарабатывают. А 5% почему-то зарабатывают. И их отличие в чем? В том, что у 5% система работает. Почему система работает у кого-то не работает? Потому что у того, кто работает, он делает что? Все рекомендации системы. И достаточно того, что все рекомендации системы делать, и у вас все заработает. Так? Так. Но вы же знаете все шаги системы, многие. Да. А почему не получается? Не делается. Потому что. Теперь вопрос, а почему не делается? Почему не делается? Не принимает. Знаю, что нужно делать зарядку, я не делаю, например, да? А почему? Лень. Ну, вы можете объяснить лень. А лень это что такое? Подсознание. Не понимаю. Ну вы же понимаете, что без зарядки-то потом худо будет-то. Чего не понимаете? Все понимаете? Вот, времени нету, допустим, да, зарядку сделать 5 минут. Или страх. Какой страх? Страх выздороветь или что? Да. Страх изменения. Лень это страх изменений. Я это всегда говорю. Лень это страх изменений. Значит, когда вы чувствуете состояние лени, вы что делаете? Спрашивайте себя. Что спрашиваете? Надо ли? Не надо ли? А чего спрашивать? Я же сказала, страх изменений. Какой вопрос надо задавать? Что? Зачем? В какую сторону я боюсь изменить? А вообще подсознание ваше, оно устроено так, что оно будет вас держать в колпаке. Оно не будет давать вам меняться. Вот это основная роль подсознания, и подсознание суперсильная штука. И как она это работает, я вам сейчас буду рассказывать. Потому что все, что вы имеете в своей реальности, ваши отношения, ваше тело, здоровье, деньги, все это результат работы чего? Подсознания. То есть, чтобы все поменять, надо что сделать? Изменить подсознание. А никто не знает, как это делается. Вот сегодня я буду об этом рассказывать. Как туда попасть, и что делает Академия, почему у людей доходы растут здесь. Значит, здесь происходят какие изменения? Подсознательные изменения. И что такое подсознательные изменения? Что туда входит? Как их нужно менять? Как это осознавать, что там у тебя что-то меняется? Вот об этом будет речь. И как вообще выкопать эти подсознательные убеждения? Можно их выкопать определенными вопросами, определенными техниками. Я провожу очень много индивидуальных консультаций. И, естественно, я работаю с чем? С подсознательными установками. У меня есть процессоры, люди, которые со мной работают. Со мной работают 2 раза в месяц железно. Вы думаете, так просто, что ли, я взяла и увеличила доход в 5 раз?
Это все результат работы внутренней, духовной работы. Понимаете? Поэтому вот эта важность внутренней работы, я буду об этом много говорить сейчас. Поехали дальше. Так, вот, ну теперь система. Вот я все проведу через систему. Через систему шагов, очень очевидных шагов, но почему-то люди не делают. Почему не делают? Потому что не понимают, сказали, да? А если даже понимаете, почему-то не делают. Включается лень, страх, убегание, избегание, оправдалки. Вот это. И почему это случается? Это потому что вот цепочку я выстраиваю, вы следите, да? Почему мы избегаем? Потому что у нас убеждение, система убеждений, установок не поддерживает то, как вы хотите измениться. Так, ну это на определенной схеме будет. Давайте смотрите. Вот шестеренки. Это определенные шаги системы. Вот будете вращать одну шестеренку вот с краю. Остальные будут крутиться? Да. Будут, но они как будут крутиться? А если вы все будете в одинаковую сторону крутить? А? Все будете вот в одну вот сторону крутить. Быстрее будет. Скорость будет быстрее? Быстрее, чем вот очень много сил тратя крутить одну педаль. Вот вы только работаете, например, на земле. Ходите там по знакомым, что-то рассказываете, продаете продукт, а систему не продаете. Когда вы систему не продаете, люди, которых вы привлекли, идут в систему, они только кушают продукт. Если они только кушают продукт, ваш заработок вырастет? То есть основная задача, вот моя задача сегодняшняя, цель, чтобы вы поняли, что надо ходить в систему, что надо быть в системе и в академии быть каждый день. Вот для этого я все это устраиваю сейчас. Формула успеха. Вы должны в бизнес прийти благодаря системе. И вот теперь смотрите, вот вы проводите личные встречи. Цель личных встреч вот, на земле. Или в офисе вы собрались, такие презентации проводите, да? Вы каждую субботу же проводите? Да. И вот там такие, о, какой классный продукт, все вышли, у меня это исцелилось, у меня то, вот это теперь не болит. И на этом вы что сделали? Закончили. Почему в Якутии, вот сейчас у вас бриллиантов должно было быть больше? Намного. Потому что с июня месяца вот мы приезжаем с Андреем Артуровичем, уже который раз, он 4-й раз, да? Но бриллиантов до сих пор не было. Вот сейчас только они появились в эту акцию. А таких нормальных бриллиантов, которые не акционных, да? Нету. То есть, которые вот просто в обычном режиме взяли, сделали бриллиант. Это я сделала. Один из немногих, между прочим. На 5-й месяц работы я сделала бриллиант. А? Че? Мы не верим? Мы будем на аукционы выбирать. Ну давайте. А вы еще сейчас в эту установку себе вложите, да, я буду настоящим бриллиантом, а не акционным. Акции будут идти, а вы не будете. Есть смысл? Нет. Поэтому такие вещи надо произносить очень осторожно. Сейчас пойдет крем омолаживающий. Там вообще начнется что? Там мужчины будут все заказывать, и только женщины. И вы будете такая, я должна стать нормальным бриллиантом. Ну, это глупо будет. Я не буду в эту акцию идти. Поэтому, смотрите, ваша задача на встречах по субботам что делать? Цель вашей встречи. Вести в академию. Привести людей в систему. И рассказывать больше о чем? Академию. О системе. А когда вы только о продукте рассказываете, вы строите очень маленький бизнес. Потому что большой бизнес вы сможете построить только благодаря системе. Вот просто такой пример. В Доренберге, это такой центр, арт-завод называется, в Иркутске, было огромное событие нашей команды «Успех вместе». Там больше 1000
человек собралось. Отовсюду приехали. С Казахстана, с Кыргызстана, с России, со всех городов. И, у меня тут группа есть в Якутии. Я же им не говорила, едьте. Обязательно надо там быть, я не говорила. И тут мне Марта пишет. Мы едем 4 человека. Я не работала в этом плане с ними. А кто сработал? Система. И 4 человека приехали в Доренберг. И многие из них здесь сидят. Все 4, однако. Потому что что? Так работает система. Она приводит людей на такое большое событие, а на таком событии обычно очень мощный тренинг. Вот эти 4 человека приехали туда, поработали, пробыли там, и что? Сейчас в бизнесе, они никуда не делись. И все закрыли уровни. Ирина закрыла серебро, Марфа закрыла платину, Аяна закрыла серебро, вот там чуть до золота не хватило. И Вера Одна нога серебро. скоро закроет. Потому что она здесь, она никуда не делась. Понимаете, да? Поэтому вот так работает система. И если вы подключаете людей в других городах, кто будет помогать их поддерживать? Система. И Академия. даже в Якутске вы подключили людей, Якутск большой. Вы же со всеми не можете вот так вот разговаривать, мотивировать, поддерживать. Это невозможно. И будет поддерживать кто их? Система, потому что они научатся, они поймут заходить каждый вечер на презентацию. Будь то в тапках, будь то, не знаю, в постели некоторые слушают. На что прийти на встречу на живую, вы как делаете? Наряжаетесь, да, там что-то подкраситься надо, там все, короче, одеться надо, сесть на какой-то транспорт, приехать, это же время. А чтобы прийти в академию, надо вот это все? Нет. Нет? Ты дома? Дальше. Теперь разбираем, вот с этой начнем. Смотрите, есть 2 ипостаси системы. Вот это надо четко понять и в голове себя разъединить. 2 ипостаси системы. Первая – это техническая часть, а вторая – это какая? Внутренняя, человеческая, духовная часть. Если вы помните эмблему Академии, она имеет 2 крыла. Первое крыло – это материальное, правое крыло, да, и левое крыло – это духовное. И развиваться надо как? Гармонично. Вот посмотрите, как идет. Вот вы все хотите успеха, да? Мы все хотим успеха. Вот он успех. Это материальная часть движения, а это духовная. Теперь как происходит изменение в материальном мире? Смотрите как. Вы в духовном плане что-то поняли, внутри что-то изменили. Тогда что? Материя подтягивается. У вас материальное что-то меняется снаружи. Отношения меняются. Что еще меняется? Деньги меняются, увеличиваются. Что-то поняли и опять. Вот так идет сейчас движение. Почему я сейчас расскажу на примере вибрации Земли? Почему по-другому у вас не получится? Почему из состояния зависти вы не сможете это сделать? Как это было в 90-е? Потому что время было другое. Там вибрации энергии были другие. Дальше поехали. Техническая сторона, что это такое? Это сайт Авторобот. Давайте слово авторобот разберем. Что такое авторобот, как вы понимаете? Что такое робот? Робот – это механизм, который делает за человека какую-то работу, да? Авторобот – это что такое? Он автоматически это делает. То есть его настраиваешь один раз, он автоматом будет работать. Вот этот сайт Авторобот, как настроить, у нас есть полностью рекомендации. Там записи, видео, все готовое. Вы, если пришли и не знаете, как это делать, вы спрашиваете у тех людей, которые вас пригласили. Понятно? И вот этот сайт Авторобот представляет вас в интернете 24 часа в сутки, 365 дней в году. То есть за вас делает определенный робот, за вас регистрирует людей.
Без вас человек просто заходит и делает заказ. Вы понимаете? Вот так все можно настроить. Сейчас ко мне люди идут из интернета. Вчера я разговаривала с парнем из Грозного. Пишет, такое письмо я получила. Здравствуйте. Как купить LF8 на продажу? И следующее предложение. Да я вообще в этом не разбираюсь. Сразу по письму видно, да? Человек никогда не был в продажах, и никогда не был в сетевом маркетинге, никогда не был в интернет-проектах, и думает, раз пользуется спросом, я куплю, продам и заработаю деньги. Я ему пишу. Здесь я ему написала примерно такое. Если вы хотите продавать это, лучше начать с кого? Себя. И потом говорю, здесь без вложений можно заработать хорошие деньги, создавая сеть потребителей в интернете. Он что мне в ответ пишет? Наверное, надо вложить кучу денег, чтобы хорошо заработать. Видно, что человек с мышлением традиционного бизнеса вложил миллион, там несколько, да, и чего-то там отбил. Я ему пишу, я когда-то вложила свои 7,5 тысяч рублей, за последнюю неделю заработала 450 тысяч рублей. У него вопрос, а как это вот сделать теперь? Я ему отправляю несколько роликов. Я ему пишу, я вам сейчас отправлю несколько роликов, вы поймите суть. Отправляю презентацию Андрея Артуровича. Хорошую презентацию, я его выбрала из многих. И потом отправляю очень классный фильм «Космические доходы учеников Академии». Вот то, что вы сейчас смотрели. Понятно? Его же интересуют деньги. И задаю вопрос, а сколько вам лет вообще? Мне говорят, скоро будет 23. Я понимаю, это молодой человек. Чем вы занимаетесь? Я подрабатываю. Сейчас пойду пожарником. Понятно, да, какой это человек? Вот я с ним дальше буду что? Взаимодействовать. На определенном этапе я ему отправлю голосовое сообщение. Голосовые сообщения, они сближают быстрее, чем письма. Понятно, да? Поэтому частенько научитесь отправлять какое? Голосовое сообщение. Дальше. Теперь человеческая внутренняя сторона, вот это вот та самая духовная сторона, объяснять которую будем дальше, будем двигаться вот таким образом. Так, а второго вы поняли. С шага 0 начнем. Вот в шаге 0 несколько пунктов. Шаг 0 предназначен для кого? Нет. Нет. Есть шаг 0, есть шаг 1, 2, 3, 4, 5. Шаг 0, вот внимательно посмотрите, что написано, прежде чем говорить. Посещать академию каждый день, 7 раз в неделю, выполнять все рекомендации наставника. Это только для новичков? Нет, это для тех, кто делает бизнес. То есть вот этот шаг 0, это для тех людей, которые что? Хотят добиться успеха где? В этом бизнесе. Понятно? То есть это для кого? Для вас надо, нет? Да. Надо. Ну что ж, теперь будем разбираться, почему надо посещать академию каждый день 7 раз в неделю. Вот на это я уделяю очень много внимания, потому что это основа вашего успеха. Если вы этот шаг поймете и будете делать, если вы этот шаг, единственный шаг, поймете и будете делать, то вы железно будете здесь преуспевать. Значит, почему он первым выделен? Потому что это самый главный шаг, самое главное условие успеха внутри системы Академии Успеха-Листа. Теперь понятно? Да. Теперь вы начнете ходить, скажете, ну надо, сказали, хожу. Что-то будете говорить, ой, одно и то же. Что-то одно и то же. Ой, я все уже не буду. День пропустили 2. Потом ваше состояние упало. Потом скажете, нет, надо ходить. Потом придете опять. Потом скажете, ну, опять Андрей Шауров говорит одно и то же. Опять уйдете.
Вот если вы так будете делать, никакого успеха не будет. Теперь мы вот разберем, что такое сознание, подсознание, почему надо ходить, что произойдет с вами, когда вы будете ходить, на уровне подсознания, что произойдет. Вот это сейчас буду рассказывать. Угу. Это будет самое главное открытие, которое вы сейчас делаете. Итак, смотрите. Средний доход в Якутске. Какой? 35. 30? 40? 25. Ладно, пусть будет 30 тысяч. Ну, допустим, вы такой имеете доход. Ну, возможно, больше. Но средний доход вот такой вот, да? Да. Вы имеете вот такой вот доход своей реальности. Значит, это ваш что? Результат. Результат в каком плане? В финансовом плане. Угу. Теперь посмотрите. Вот этот результат, он получается. Откуда он получился, этот результат? А вы что-то начали делать, правда, да? Вы, может, работаете на работе или какие-то услуги оказываете. Действие. Есть такое понятие, как действие. А действия вы делаете определенные действия. Лежать на диване — это тоже действие. Понятно, да? Но почему-то лежится, да, а не делается. Убегать, избегать — это тоже действие. Или сидеть, писать пост — это тоже действие. Сидеть, обзванивать своих партнеров — это тоже действие. Не звонить — это тоже действие. Понимаете? То есть все действие. Вот какие-то действия вы совершаете, исходя из чего? Мышление. Исходя из мышления. Помните, я вчера вам говорила такую очень мощную фразу своего наставника. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. Теперь вот это будем раскрывать. На самом деле, вы любые действия совершаете, исходя из состояния. Вот здесь напишем «состояние». Наш наставник Андрей Артурович все время на всех тренингах говорит: все решает состояние. Деньги идут на состояние. Слышали такое? Но теперь давайте будем разбираться, почему это деньги идут на состояние. В каком состоянии деньги идут, в каком состоянии деньги не идут. Интересно? А что такое состояние? Что туда входит? Мысли, эмоции и чувства. Вот что входит в состояние. Что, о чем вы думаете и как вы себя чувствуете. Они связаны, мысли, эмоции? Связаны? Да. Да. Потому что что-то вы подумали и что-то вы почувствовали. Или наоборот иногда бывает. И очень часто. Что-то вы почувствовали, потом начали мысли приходят. Теперь смотрите, какую интересную картинку мы получили. Мы что-то чувствуем, думаем. От этого мы что делаем? Действуем, и от действий получаем результат. Это общая картина творения вашей реальности. Вот так мы творим что? Свою реальность. Теперь, чтобы результат изменился, что надо изменить, выходит? Мысли, эмоции, чувства. Как будто бы, да? Если я буду думать по-другому, значит, я буду зарабатывать больше. Кто вот это знает? Догадывайтесь только, я точно знаю. И я это делаю. Вы можете различные аффирмации: я богатый, я в денежном потоке, вот это все можете, конечно, бегать, произносить. Но эта аффирмация работает, знаете, кто знает, что такое аффирмация? Со Вселенной, да, связь. Кто говорит, знает, но просто знает, но не делает. Знаете. Аффирмация — это такие выражения, которые что? Желаемые вы заявляете. Ко мне деньги идут. Что там, какие есть аффирмации? А?
Я денежный магнит еще. Деньги ко мне идут потоком. Деньги ко мне идут потоком. Здорово, здорово, здорово. Здорово, здорово, здорово. Вот какие-то такие заклинания, да, они, знаете, когда срабатывают? Когда ты их 2000 раз, имеется в виду, хотя бы раз несколько десятков за раз ты это делаешь, и в определенном состоянии. И почему это срабатывает? Но когда я картинку нарисую, вообще все как устроено, сознание, подсознание, вы сейчас поймете. Но они на определенном этапе перестают работать, эти аффирмации. Сейчас покажу вам уровни развития сознания. Вы сейчас поймете, вы на каком уровне развития сознания находитесь. Так, поехали. Нам кажется, что я буду думать вот так вот, позитивно буду думать о деньгах, и деньги у меня появятся. Кто пробовал позитивно думать о деньгах? Появились они в большом количестве? А что-то нет. Значит, здесь картинка в чем? Немножко в другом. Причина, собака зарыта не тут, не в мыслях, эмоциях. Но как она может зарыта в действии? Чувствуете одно, делаете другое, так не бывает. Значит, здесь что-то есть еще. Что это такое? Вот оно. Вот откуда появляется мысль? Откуда мыслите-то? Информация, знание, но это уже мысль. Откуда вы о чем-то думаете? Ну, короче, я привожу тут всегда такой пример. Вы едете в такси со своей подругой или другом. Такси врезается впереди идущую машину. И реакции у вас будут совершенно разные. Но если вы одинаковые негативщицы, вы одинаково там, будете там хаять таксиста, впереди идущую машину, да все на свете. И будете расстраиваться, вот, опоздали, зачем это надо было сесть в эту машину, помнишь, я тебе предлагала другую, там вот она стояла, ла-ла-ла, короче, вот это все понятно. Но поймите, вот, допустим, вы такая осознанная девушка и говорите, короче, как хорошо, что все так обошлось. Как хорошо, что все живы, здоровы, и таксист нормальный. Но ругаются, конечно. Мужики все ругаются, когда стукают в машину. Или кто-то не ругается. Это очень осознанные люди не ругаются. Саша, я права? Совершенно. Абсолютно. Потому что мужчины устроены по-другому немножко. Ну вот, возвращаемся к этим двум подружкам. Вы так думаете, ой, да, ну вот все хорошо, ладно, все хорошо обошлось, в общем, все классно. А вторая ваша подруга говорит, ну вот, ну опять, почему мне вот все вот так вот, через Ж, все, опять опоздала, та-та-та-та-та. То есть, получается, вывод-то какой вы делаете? Ну, мы сейчас будем делать. Событие одно, а реакции, мысли, эмоции, чувства совсем разные. Теперь вопрос, откуда они берутся, эти мысли, эмоции, чувства? Если бы на каждое состояние было бы, на каждое событие было бы одно и то же реакция, да? У вас была бы одна и та же реакция, правда? Но почему-то разные реакции. Подсознание. Из подсознания. Что там в этом подсознании-то есть-то, Господи? То, что заложено. Но вы, кто знает, вы выучили тему, да? Вы мои тренинги смотрите, вы молчите. Я буду работать с тем, потому что мне надо вытащить это. Вы когда, как заученный урок, да, говорите, неинтересно становится. Поэтому мы и молчим. Ага. Я сначала тоже заучила же это, а потом я начала встраивать и применять в жизни. Это наши подсознательные установки. Здесь есть установки и убеждения. Это все находится где? В подсознании. Теперь, почему эта штука называется подсознание? Есть сознание,
То, что мы осознаем. Мгм. Есть подсознание, то, что мы не осознаем, мы не можем это контролировать. Но оно есть, и подсознание управляет вашей реальностью. Запомните, это самое главное выражение. Потому что надо